Здравствуйте, дорогие участники. Мне очень приятно быть сегодня здесь и рассказать о проблеме изменения климата с точки зрения научных исследований и попробовать на очень простом языке донести до аудитории, как изменение климата в Кыргызстане влияет на каждого из нас. Мне очень было приятно увидеть, что половина респондентов ответили, что, в принципе, владеют информацией о текущих проблемах, связанных с изменением климата. Вот, как отметила Бахтыгуль в предыдущем выступлении, о политических мерах, которые необходимо принимать на государственном уровне и в целом в мире. Но, на мой взгляд, для того, чтобы каждый человек понимал именно процесс вовлечения вот в эти процессы, очень важно понимать, как же климат изменяется в стране, как он меняется на местном уровне и как, опять же, эти изменения касаются каждого из нас, о чем, в принципе, и попробую сегодня всем вам рассказать. Итак, ну, прежде всего, так, меня слышно вообще? Все хорошо? Да, все хорошо. Да, только презентация почему-то не переключается. Все отлично. Ну, прежде всего, хотелось бы немножко пробежаться по глобальным, наверное, тенденциям. Вообще, проблема изменения климата, наверное, остро начала, так скажем, ощущаться в середине 70-х годов, то есть порядка где-то 40-50 лет назад, тогда, когда в среднем глобальная температура начала повышаться, и каждое последующее десятилетие является выше по температуре, чем предыдущее. Например, 2016 год был самым жарким годом за всю историю человечества. 2019 год был на втором месте, что, опять же, подтверждает вот эти вот очень тревожные темпы повышения температуры. Одним из методов оценки глобального потепления является метод изучения скорости изменения на основе так называемого линейного тренда. То есть это как быстро растет температура в пересчете на каждые 10 лет. Так вот, если говорить в целом о земном шаре, то температура растет со скоростью порядка 0,2 градусов каждые 10 лет. Если говорить о континенте Азия, то эта скорость в 2 раза быстрее, порядка 0,36 градусов каждые 10 лет. Страны СНГ лидируют по сравнению, так скажем, вот вырываются вперед в этой гонке, так скажем, негативной гонке, да, и рост температуры порядка 0,45 градусов. В Кыргызстане рост температуры согласуется с ростом глобальной температуры и составляет порядка 0,23 градусов каждые 10 лет. Теперь сразу попытаюсь ответить на тот вопрос, который был задан Бахтыгуль. Правда ли, что на 1,5 градуса повысилось? По оценке, так скажем, существует в мире межправительственная группа экспертов по изменению климата. Так вот, по оценке этих экспертов, за период 19-20 век температура повысилась порядка на 1 градус. Сравнение идет с периодом доиндустриальным периодом, то есть тогда, когда, так скажем, не было развития индустриализации, промышленности и так далее. То есть мы берем именно вот за базовые в оценке глобального потепления климата берется период именно конец 19 века. Вот на сегодняшний день по сравнению с 19 веком температура в мире повысилась на 1 градус со всеми вытекающими последствиями. Поэтому именно сообщество обеспокоено, что повышение на 1,5 градуса, на 2 градуса будет вызывать гораздо большие катаклизмы, чем мы имеем сегодня. Поэтому, так скажем, сообщество и принимает очень быстрые меры по сокращению вот этого темпа потепления. Ну, теперь дальше, про Кыргызстан. Прежде всего, климатические особенности Кыргызстана определяются тем, что страна находится в центре континента на значительном удалении от океанов. Океаны, которые несут на территорию Земли воздушные потоки, увлажненные воздушные потоки. Также Кыргызстан находится в сравнительно низких широтах, чем вызвано очень большой процент
солнечной радиации. Вот также вот Даг в предыдущей презентации говорил, что у нас очень высокий потенциал использования солнечной энергии. Опять же, повторюсь, потому что мы расположены в низких широтах. И, конечно же, расположение Кыргызстана в горной территории между двумя массивами Памиром и Тянь-Шанем, да, тоже сказываются на том, что у нас очень разнообразные климатические условия, и, соответственно, у нас очень такие специфические местные климатические условия формируются благодаря вот этим горным массивам. Вот опять же из-за того, что у нас очень такое своеобразное расположение горных массивов, в целом климатические особенности можно разделить на 4 типа. Это долина-предгорная зона, где проживает наибольшая часть населения страны, это среднегорный пояс, высокогорный и невальный. Что касается осадков, то по режиму, по типу выпадения осадков, по тому, в какой сезон преобладает максимальные осадки, в какой минимальные, территория страны разделена условно на 4 части. Это северо- и северо-западный Кыргызстан, то есть это Чуйская, Таласская области, это юго-западный Кыргызстан, Джалабадская, Ошская, Баткенская, это Иссыкульская котловина, уникальная наша территория, где преобладает огромное разнообразие климатических условий, и внутренний Тянь-Шань – это территория Нарынской области. Максимум осадков на территории Кыргызстана отмечается на западном склоне Ферганского хребта в районе Базаркугонском районе, а также на востоке Иссыкуля, на северных склонах Кыргызского хребта. Минимум осадков отмечается у нас при Фергане и в районе расположения города Балыкчи, то есть запад Иссыкульской котловины. Опять же, вот хотелось бы остановиться на примере по разнообразию нашего климата, на примере Иссыкульской котловины. Две климатические диаграммы представлены на графике. Пунктирной красной линией, вот вы видите слева, представлена вот климатическая диаграмма для Балыкчей, с которой вы можете увидеть, что засушливый период на этой метеостанции отмечается в период с марта по ноябрь. То есть это очень засушливый климат пустынь. С другой стороны озера у нас отмечается чуть ли не самая влажная точка страны, да, это в районе города Каракол. Климат, территория, где отмечается климат с достаточным увлажнением, то есть, например, сельское хозяйство в данном регионе не требует ирригации, это багарное земледелие, да, то есть вот такие вот две точки, расположенные по две стороны от озера, и настолько сильным различием в климатических особенностях. Почему я привела данный график? Потому что многие из нас ездят на Иссыкуль и видят вот это разнообразие климата. Что же касается Тут изменений... еще, Зоя, был вопрос, наверное, чтобы сразу можно было ответить, про Невальный пояс. Можете, какие места наши находятся? Невальный пояс – это зона вечного мороза, то есть это наши ледники. То есть там зона, где не бывает положительной температуры. То есть, как правило, это выше 3500 метров. И да, и как раз был хороший вопрос от Жиргал про именно какие факторы в Кыргызстане влияют на повышение температуры. Я думаю, что вы уже отвечаете на это, но если, уважаемый Джиргал, вы хотите уточнить это, тоже пишите в чат. Я попозже попробую ответить на этот вопрос. Да. Итак, как же меняется температура в Кыргызстане? На самом деле интересным фактом является некое отличие от глобальных процессов, то, что если в мире, так скажем, устойчивое потепление началось с середины 70-х годов, то в Кыргызстан вот это потепление немножко позже пришло, где-то с середины 90-х годов, когда уже отмечаются более или менее устойчивые, аномально теплые года. Как я уже отмечала ранее, скорость потепления составляет 0,23 градуса каждые 10 лет. Если рассматривать изменения температуры по сезонам, то лидером роста является весенний период. Именно весной отмечаются наибольшие темпы повышения температуры.
Эти темпы, как бы с такой, с научной точки зрения, есть такая терминология, статистически значимы. То есть это устойчивое повышение температуры, которое навряд ли будет изменено, если, например, какие-то у нас весенние периоды в последующем будут теплее. То есть это уже механизм такой устойчивый, да, стабильный. Так скажем, на втором месте у нас повышение температуры в зимний период. Летом в целом по республике теплеет незначительно, и осенью также незначительно. Но именно про лето я расскажу немножко на следующем слайде, немножко Зоя, позже. у вас Да? 5-6 минут осталось. Так, значит, изменение климата в Кыргызстане. Интересные факты состоят в том, что наибольшие тенденции повышения температуры отмечаются в урбанизированных районах, то есть в месте проживания наибольшего количества населения страны. То есть это Бишкек, это Ош, это Джалалабад и еще Кызылодыр. Ну, там немножко такие специфические условия повышения температуры. Если интересно, остановлюсь как бы на этом позже. Что касается весеннего периода, вы видите, да, по цветовой окраске, что весна у нас окрашена темно-красным цветом. Как я говорила ранее, это устойчивые тенденции тренды потепления на всей территории республики. И если рассматривать изменение температуры в месячном диапазоне, то самым жарким, аномально теплеющим месяцем у нас является март. Хотелось бы отметить, что в этом году март был абсолютно в норме. То есть вот такой март должен быть, если бы не было бы вот этих тенденций глобального потепления. То есть вы можете представить, нам всем было некомфортно в этом месяце, но это был нормальный месяц. Интересно также является тот факт, что у нас в декабре становится прохладнее. А в летние месяцы на территории отдельных районов Кыргызстана, это в районе, так скажем, Джалалабадской области, юга Чуйской области, отмечаются некоторые тенденции похолодания даже климата. Но опять же, для всех урбанизированных районов рост температуры для всех месяцев остается положительным, да, то есть растут температуры в городах. То есть влияние, опять же, на местном уровне. Здесь на графике я хотела вам показать именно разницу в скорости изменения температуры для каждого месяца. В целом для страны, опять же, вы видите, как выделяется март. Что касается осадков, то осадки – это очень такая интересная климатическая характеристика, которая для Кыргызстана характеризуется прежде всего межгодовой изменчивостью, территориальной изменчивостью, сезонной изменчивостью. То есть каждый из вас знает, что год на год не приходится. Но в целом, если говорить о тенденциях, то у нас отмечается тенденция повышения осадков. Но последние 4 года в стране отмечается дефицит осадков, то есть недобор. Соответственно, вы все знаете эти последствия, вы все знаете про Токтагулку и так далее, и так далее. Наиболее высокие тенденции повышения осадков отмечаются в зимний период. Опять же, подтверждением того, что осадки в стране меняются, не только распределяются неравномерно, они и меняются неравномерно. Наверное, наиболее интересные факты, то, что, например, у нас на территории всей страны осадки растут в феврале. На территории западной территории страны, то есть Джалалабад, Ош, Таласская область, осадки растут в летний период. У нас влажные месяцы года, такие как август и сентябрь, становятся более увлажненными, а апрель и май, которые являются по историческим данным очень влажными месяцами, они становятся более засушливыми. Вот в этом и как бы особенность изменения режима осадков. Презентация будет выслана участникам, поэтому я думаю, вы сможете ознакомиться вот с этими очагами изменения температуры и осадков по сравнению за 2 разных климатических периода, я не буду на них подробно останавливаться. И также очень хотелось бы отметить, что одним из важных показателей изменения климата в Кыргызстане является увеличение так называемых тепловых стрессов. Особенно в городах, опять же, хочется мне вот именно акцентировать внимание на города, увеличивается продолжительность волн жары, увеличивается их продолжительность. Лето становится изнуряющим, то есть
не перекрываются абсолютные максимумы, то есть, ну, допустим, у нас нет температуры 45 градусов и так далее, но у нас именно вот эти периоды с аномальной жарой, с изнуряющей жарой, они более продолжительные. Увеличивается количество дней с температурой больше 25 градусов, больше 30 градусов. И вот пример по городу Бишкек по случаям с волнами жары. Если в 80-х, 90-х годах за лето у нас отмечалось порядка одного либо двух периодов с аномально высокой температурой, 3 дня и более, так скажем, с редкой температурой, с редкой высокой, то в последний период у нас до 7 случаев за летний период, к 7 случаям мы пришли. То есть у нас практически на протяжении 1 месяца мы все отмечаем вот эту вот аномально изнуряющую жару. Последствия, да, ну, вкратце пробегусь. Увеличение осадков, например, в феврале месяце и повышение температуры в феврале и в марте, соответственно, ведут к быстрому процессу снеготаяния, что провоцирует опасные природные процессы, такие как лавины и оползни. Повышение, опять же, температуры воздуха, которое ведет к быстрому, опять же, таянию снега, накопившегося за предыдущий холодный период, плюс усиливается таяние ледников, плюс к этому еще добавляется увеличение осадков в отдельных территориях, провоцирует значит, большее количество оселей и паводков. Высокие температуры, плюс сокращение осадков в отдельных территориях, да и в целом, даже если осадки увеличиваются, ведет к увеличению сельскохозяйственной засухи. Повышается коэффициент, да, не коэффициент, такое есть понятие эвапотранспирация. Повышается испарение с почвы, с растений, то есть отмечается водный стресс. Соответственно, вот эти тенденции, они являются наиболее угрожающие тенденции, которые сказываются на сельском хозяйстве и вообще в целом на биоразнообразии нашей страны. Ну, не буду останавливаться я, наверное, уже на главных выводах. Каждый из вас может их потом впоследствии прочесть. И немножко о том, что нас ожидает в ближайшей перспективе. По оценке глобальных моделей, по оценке сценариев развития человечества, потепление климата будет продолжаться, естественно, потому что то количество газов, которое находится сейчас в атмосфере, то оно уже никуда не денется, и если человечество будет продолжать эти выбросы парниковых газов, то этот эффект будет еще более усиливаться, и, соответственно, существует несколько сценариев развития человечества, соответственно, сценариев изменения климата. По всем сценариям в Кыргызстане будет отмечаться рост температуры. По самым оптимистичным температура повысится на 1,5 градуса от текущего климата, по пессимистичным на 2 градуса. Что касается осадков, то ожидается, что все-таки в зимний период у нас будет больше осадков. Но опять же, с одной стороны, это хорошо, это больше накопление, это больше, значит, приток в водохранилище, большая выработка гидроэнергии. Но с другой стороны, на фоне высоких температур это повышенный риск стихийных бедствий, к чему, в принципе, нужно, опять же, стране быть готовым. И вот, наверное, мой самый легкий, наверное, доступный пример для людей, которые, так скажем, немножко на «вы», да, с климатологией, это на рисунке представлены 3 базовых периода климатических для города Бишкек. То есть какой в среднем был климат с 30 по 60 год, климат оценивается за 30 лет. Какой климат был 61-90 и, значит, 81-2010. Итак, первое 30-летие температура в Бишкеке была порядка 10 градусов. С 61 по 90 порядка 11, последнее 30-летие порядка 11,5 градусов, и на ближайшие 30 лет по оптимистичному сценарию температура годовая в Бишкеке будет 12,5 градусов, по пессимистичному 13,5. А это в любом случае современный климат города Джалалабад. Многие из вас были в Джалалабаде, знают, что там довольно-таки жаркий, сухой климат. И, к сожалению, по прогнозам, такой климат будет в Бишкеке.
Ну, рекомендации, которые должны быть приняты в стране, да, ну, прежде всего, наиболее, наверное, климаточувствительные сектора – это сельское хозяйство, да. Опять же, вот как я говорила ранее, это увеличение тепловых стрессов, это водного потребления, да, то есть наше сельское хозяйство должно быть адаптировано к этим ожидаемым климатическим изменениям. Также такой вопрос хотелось бы поднять, как вот эти поздние весенние возвратные заморозки. Интересным вот тоже таким моментом является то, что в Бишкеке, например, завтра ожидается дождь со снегом, да, и для многих из нас вызывает, как же так, уже конец апреля, у нас снег, ну вот оно изменение климата. За всю историю наблюдений инструментальных в Бишкеке последний снег был, на минуточку, 30 мая. Представляете, это конец лета, это уже клубника в огородах спеет. Был снег, 1,5 дня лежал снег. То есть раньше такие катаклизмы отмечались. Это было в 1957 году, если я не ошибаюсь. Но чем грозит снег, вот, например, завтрашний? То, что у нас из-за того, что в марте, феврале повышается температура, у нас раньше начинаются процессы, так скажем, пробуждения природы, сокодвижение в деревьях, да, то есть уже отцвели плодовые, то есть уже вот эти вот заморозки возвратные, которые были, есть и будут, они раньше приносили все-таки меньше ущерба. Я не говорю, конечно, о 30 мая, но в целом, допустим, там снег в середине апреля раньше не приносил такие ущербы, какие он принесет сейчас. Поэтому это есть также вот риск для сельского хозяйства. Здравоохранение. Это, безусловно, повышение тепловых волн, повышение теплового стресса, который влияет на каждого из нас. То есть нужно, конечно же, обязательно обустраивать городскую инфраструктуру, чтобы населению городов было комфортнее переносить вот эти тепловые стрессы. Ну и сектор чрезвычайных ситуаций, я вот сегодня несколько раз уже останавливалась на том, что сейчас уже отмечаются тенденции повышения чрезвычайных ситуаций, особенно в наших южных областях, да, и эти риски, они будут только усугубляться в будущем, и, конечно же, требуется принятие мер по адаптации, вот о чем говорила как раз Бахтыгуль. Спасибо вам всем большое за внимание. Если у вас будут вопросы, я всегда рада рассказывать, просвещать, давать какие-то ссылки на какие-то материалы, на какие-то базы данных. Обращайтесь ко мне. Если будут вопросы в течение сегодняшнего мероприятия, я буду рада вам помочь и ответить на них. Спасибо.